I want to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile you give, your love, it shines right through. And in this moment, если соизмерять течение событий с вечностью, то можно уверенно говорить, что весь мир состоит из песка. Разрушаются и крутые горы, и великие города. Непоколебимые камни становятся песчинками и отправляются в свое последнее путешествие по земле. Искусство рисования песком зародилось, а правильнее сказать, обрело своего массового зрителя в США, а позже, в 70-е и 80-е годы прошлого века, стало уверенно шагать по миру и все больше завоевывать сердца людей, а с недавнего времени и сердца жителей нашего города. Это очень сильно отличается, потому что рисовать красками, кистью – это одно, а рисовать песком – это совсем другое, потому что песок, у него такая структура сыпучая, и как бы не всегда получается создать такой шедевр, чтобы было прям идеально. Приходится убирать, стирать заново. Ну, песок хорошо рисовать им, потому что можно в любой момент убрать, и как бы не жалеешь. Можно в любой момент переделать весь рисунок. На самом деле в этой удивительной и впечатляющей технике все является условным. Трудно сказать о каких-то жестко установленных нормах. Однако такая условность требует гигантских усилий от самого художника. Надо настолько отработать движение, настолько продумать каждое из них, чтобы зритель даже на секунду не задумался, что перед ним всего-навсего рабочая поверхность, а не фееричное художественное изображение. Люди интересуются этим, это нравится, люди заинтересовываются. Также вот мы проводим корпоративы, выступаем на мероприятиях. Вот. Но людям это интересно, завораживает. Все спрашивают, как так можно научиться. Этот вид изобразительной деятельности привлекателен тем, что, представляя из себя интересное занятие, доступен практически каждому человеку. Обладая лишь базовыми навыками рисования, на песке можно создавать неповторимые шедевры, превращая горсть песчинок в руке в красивый пейзаж, природу, рисуя силуэты людей, животных и птиц. Я рисую дом, цветы и собаку. Мне нравится ходить сюда, потому что здесь можно нарисовать песком необычные картины. Я рисую звездочку, мне здесь очень нравится. Я хочу научиться рисовать красивые картины из песка. Песок приятный на ощупь, мягкий, сыпучий, и по этой причине он действует на человека как гипноз, завораживая его. Благодаря занятиям человек погружается в свой внутренний мир, отвлекается от проблем и находится в так называемом медитативном состоянии. В результате получается не просто получить удовольствие от процесса рисования песком, но и отдохнуть, а также расслабиться. Поэтому даже продвинутые психологи рекомендуют снимать стресс рисованием песком. В результате проходит хандра, а сознание человека начинает просыпаться, подсказывая, как лучше поступить в той или иной ситуации.